Зенерпрайзна біз узырычабыз аналар хакас тілінің уроктарын угредеглерін. Пинчтина тема, новая тема, послелоктор. Послелоктор. Демонстрация экрана. Кürtçe ben. Min Золончам Тамара Герасимовна Баргаякованным самоучительным. Ну, в общем, я пользуюсь самоучителем Тамары Герасимовны Баргаяковой. Ну, и потом тоже сами посмотрите. Есть и это одна ссылка, и вторая ссылка тоже. Вот, видите, нет, это сайт sustup.info. В интернете, в принципе, вот, ну, я вам ссылку дам сейчас в чате. Ну, и под видео тоже ссылку укажу. В общем, под видео можно будет посмотреть. Здесь более развернутая информация по послелогам, но мы пока возьмем краткую форму, ну, то, что Тамара Герасимовна. Но вот смотрите, вот смысл послелога в следующем. В русском языке, если часто употребляются, допустим, предлоги, да, это как служебные слова. Допустим, книга лежит на столе. В хакасском языке то же самое, вот эти предлоги заменяются так называемыми послелогами. Почему они так называются? Потому что стоят после слова. Ну вот, допустим, давайте тут конкретный пример посмотрим, да, вот Тура Ибре. Тура Ибре, Ибре, вот это есть послелог. Вокруг дома. Эти послелоги, они самостоятельно употребляются, но как бы всегда лучше их употреблять вместе с другими. Сами по себе они такого свободного самостоятельного значения не имеют, но тем не менее вот смысл у них есть. Ибре значит вокруг. Вокруг всего. Допустим, Тура Ибре, вокруг дома. Стол Ибре, вокруг стола. Допустим, Тар Ибре, вокруг горы, да, и ибре вот именно употребляется после основного слова. Вот. Хринда рядом, около. Ал-Хринда, допустим, да. Город Хринда, Тура Хринда, Агас Хринда, Агас дерево, допустим, да. Ну и любые предметы, что рядом с предметом Хринда, около. Дальше хости рассматривается. Хости рядом. Но тут уже задействованы падежные формы. Хазжах там, да, с кем рядом. Хазжах там хости, рядом с кем-то. Аддай нан хости, тура дан хости, да, рядом с домом. Город там хости, рядом с городом. Допустим, да, филармония нан хости, рядом с филармонией. Да, вот хости это рядом, около. Допустим, так, дальше индре. Индре то, что идет вниз, течет вниз, идет вниз по течению реки. Надо понимать географическое понимание. У нас индре по течению реки. Шугар это антоним, это то же самое, только наоборот вверх по реке. Вот, допустим, сух индре вниз по течению реки. Паршам, мин паршам сух индре. Или ну вот, да, сух индре, у него употребление именно вот чаще всего по реке, вот поэтому, сух шугар, допустим, да, если шугар, тут шугар я не вижу, но тем не менее шугар, допустим, да, попробуем написать. Это значит вверх по течению. Допустим, да, шугар. Шугар. Сух шугар, это значит наоборот. Индра вниз, а шугар вверх. Вот. Другой послелог шилсей, допустим, да. Шилсей, сей это повторяющийся какой-то периодически повторяющийся элемент. Ну, как правило, куннын сей каждый день, неделя сей каждую неделю, ай сей каждый месяц, щу сей каждый год. Ну, больше всего вот употребляется именно по отношению ко времени. Неделя сей, куннын сей, щу сей, допустим, да. Ну и вот, по-моему, этим не ограничивается.
Так, сгара, исходя откуда-то, из чего-то, да, тоже по отношению ко времени и к месту действия тоже может быть. Ол тустан сгара. Тус – это время. Ол – это ол тустан, исходя из этого времени, начиная с этого времени. Ол тустан сгара мин школада угрынгам. Начиная с этого времени я учился в школе, допустим, да. Ол тустан сгара мин киндых игры постам. С этого времени я начал читать книгу. Ол тустан сгара мин ойн ойнапсам. С этого времени я начал играть игру какую-то. Да, вот стансгара там и что-то еще. Значит, вот сгара с этого времени. Тоза, кунтоза, тоза обнимает целый день, то есть в течение целого дня. Кунтоза, хара тоза, хара ночь, хара тоза, допустим, да. Ну вот чаще вот именно кун хара употребляется в этом контексте. Хара тоза. Удур навстречу. Палыма, пабыма удур. Пабым, да, пабыма, кемге удур. Это перед падеж. Кемге удур, палыма, пабыма удур. Палыма удур. Навстречу ребенку. Вот. Ну, допустим, шилга удур. Шилга удур навстречу году. Тюрен кунге удур навстречу дню рождения, да, Тюрен кунге удур, ну, буквально навстречу, но смысл, что к дню рождения, да, Тюрен кунге удур. Ну, вот примерно в таком контексте. Анум щун. Щун – это некая причина, из-за чего-то что-то, допустим, да. Анум щун – из-за этого. Үлгүн щун пристанын чабысия. Из-за праздников мы отдыхаем. Еще, допустим, сох күннер үшін тоғын мин жабыз. Сох күннер холодные дни. Из-за холодных дней мы не работаем. Біз тоғын мин жабыз. Сох күннер үшін біз тоғын мин жабыз. Ужемнан хады. Хады вместе. Опять здесь падежная форма. Да, ужемнан. Кемнан хады. С кем вместе. Хады вместе. Ужемнан хады с бабушкой. Пабым нанхады с отцом, палым нанхады, класс нанхады вместе с классом. Здесь более широкое употребление хады. Ну, вместе с кем можно только что-то сделать. Да. Азра через именно. Стол азра через стол. Тура азра через дом. Допустим, сиден азра через забор. Сиден азра сегры бискан. Прыгнул через забор, допустим, да. Таг азра парбыстан. Ушел через гору. Таг азра парбыстан. Вот, примерно так. Көзенектен тоғыр. Тоғыр напротив. Көзенектен. Көзенектен неменен. Чего тоғыр? Көзенектен тоғыр. Миннен тоғыр. Ол миннен тоғыр. Сақча. Он думает против меня, да, напротив, не соглашаясь со мной. Он минан тогр сахча, он минан тогр хылынча, хылынча буквально действует каким-то образом против, ну, настраивает против меня что-то, он предпринимает какие-то действия. Минан тогр куресче борется со мной против меня, да. Вот примерно так. Нанджи шили. Шили подобно как. Нанджи друг. Нанджишили как друг. Аддейшили, допустим, сим аддейшили полбе. Ты не веди себя как собака, да? Ты не будь как собака. Можно равно с одним и пишется. Нанджишили, допустим, как собака, да? Айнышили көрінчезін, смотришься, видишься, да. Айнышили, как черт ты меня напоминаешь, да, айнышили кёрчезін, ты мне видишься как черт, допустим. Хайракызышили пол, будь как умный человек, словно умный человек, да. Хайракызышили тудын держись, как умный человек. Что нарызында? Арызында посреди. Что нарызында? Шахсы чыр. Посреди народа, да, хорошо видим.
аргарызынды, допустим, где-то в лесу, да, посреди леса, допустим, таг арызынды, посреди гор, где-то арызы между, вот между, посреди, может быть, да, таг арызынды, хайылар арызынды, среди скал, агыстыр арызынды, среди деревьев. Ну вот такой небольшой набор вот предложила Тамара Герасимовна. И так, второй класс, но она как бы здесь выделяет, сравнение в хакасском языке образуется при помощи послелогов осхыс и шли. Ну, тоже мы тут, ну, допустим, да, осхыс. Ну, давайте посмотрим, да. Алтын күн шли шарпша. Алтын күн – золотое солнце. Шли – словно солнце золотое, да. Шарпша – светит буквально, да. Алтын күн шли шарпша – светит, словно золотое солнце. Ну вот смотрите, алтын күн шли, вот тут золото блестит как солнце. Вот интересно, да? Я сейчас прочитал, почему алтын күн шли. Вот можно алтын күн прочитать, да. Тут на самом деле надо было прочитать күн. Нет, ну да, правильно, золото. Смотрите, алтын күн, золотое солнце. Но алтын в данном случае, если выступает как субъект, алтын чарпша, золото блестит, так правильно. Күн шли как золото, ой, как солнце. Золото блестит как солнце, да. Тут я еще читаю не так. Ну, в общем, это один вариант, посмотрите, вот этот. Можно вопрос? Ага, вот, допустим, как сказать, абакан больше аскиза, вот, ну, вот что одно там более чего-то. В этом смысле. Ну, манде в данном случае, скорее всего, допустим, если абакан больше аскиза, допустим, акбан асхстан улуг. Но тут уже послелога нет, тут есть просто слово улуг больше. Тут не другие взаимодействия. Акбан асхстан улуг, там официальное взаимодействие слова. Асхстан улуг. То есть один аффикс надо использовать, чтобы вот сравнение в данном случае было. Да. Асхстан улуг или, допустим, асхс, ну или, допустим, ол миннан улуг. Он больше меня, миннан. Ол, он, да, миннан, сравнить с чем? Сравнить миннан. Меня больше, миннан. Так, ну, я хочу еще показать другой вариант. Кюрчиба, сейчас, подождите, я это сниму. Кюрчиба страница. Изофетная послелогия, другая страница. Смотрите, это тоже хакасский словарь онлайн. Здесь дана развернутая картина, развернутые послелогии. Смотрите, здесь их много на самом деле. У Тамары Герасимовны они, конечно, даны для начинающих, понятно, чтобы человек имел представление, какие формы взаимодействия, допустим, есть в хакасском языке. А здесь уже более такая обстоятельная развертка, да. А улны, допустим, то же самое. Вот можно, давайте я некоторые пройду тут, прочитаем. Один класс, так называемый изофетный, да. Вот смотрите, они склоняются еще по падежам. Вот, допустим, алны перед, да. Алнынды, вот, көріндіс алнынды, хыс опша, да, вот смотрите. Вот этот пример. Хыс көрінді салнынды перед зеркалом. И можно сказать көріндіс алнына. Да, вот. Көріндіс алнынзар парша. Көріндіс алнының кече, допустим, да. Көріндіс алнынже шерше. И вот этот алны, он склоняется по падежной форме. Вот есть, они не по всем падежам склоняются, вот именно есть определенный набор. Ну, конечно, надо будет это потом привыкнуть из практики, там можно будет употребить, но помните, вот алнынды, чаще всего алнынды, допустим, да. Көрінді салнынды окшан.
Харам алнынды перед глазами, допустим, да. Тура алнынды перед домом. Агасывще дерево растет. Миның алнымды, видите, да. Алным мой перед, вот, да. Не просто алнынды, а именно алнымды. Улуг ашық көрінім. Ашық это открытое пространство. Поляна көрінген виднелось, да. Кізілернің алнына. Но, в общем, вот эти вот послелоги, они уже ведут себя как бы самостоятельные даже слова. Но я склоняюсь не по всем падежам. Алты, следующий, допустим, да, вот опять. Көзенек алтынды, көзенек окно, көзенек алтынды под окном. Аззах алтынды под ногами. А теперь смотрите, шир алтына под землю уже, да. Пухли галган, но пухли это с хлопанием. Раз я ушел такой. Шир алтына, шеребискан ушел под землю. Сук шир алтының из-под. Но вы замечаете, что послелоги, они в русском языке заменяются именно предлогами. Вот этот смысл. Шир алтының из-под земли. Хар алтының из-под снега. Ну, я вот эти вот остальные предложения читать не буду, как бы просто даю понимать, что вот есть алны, алты, низ, да, арзы между, вот арзы между, ну, допустим, агас арзынды, тут смотрите опять, да, арзынды между деревьями, агас арзынды, оларның арзынды, оларның между ними, шон арзынды, среди народа, хаят таг арзында, ну таг арзында, допустим, да, таг арзында между горами, да, ходят. Тас арзында между скалами, су ахща, тас арзында между скалами, среди камней вода течет. Агас арзынзар, смотрите, здесь уже склоняется уже на правительный падеж. Арзынзар, куда? По-арабскому дети убежали в лес, получается. Агас арзынзар. Арзынзар в. Этот предлог в русском языке. То же самое исты. Истинде. Истинде внутри. Ну, допустим, иб истинде. Внутри дома. В доме, если так говорить по-русски, да. Палахтың истинде. В рыбе буквально, да. Внутри рыбы. В рыбе. Сиден стене, сиден забор, буквально ограда. Сиден стене в ограду получается. Кркильган, ну, вошел, въехал. Сиден стене в, вот это стене это в. Ну, тут за ограду переведено, да, но это уже русский перевод, но и так можно перевести. Ипстенде в дому, внутри дома буквально. В русском языке в дому или в доме, да. Таңах тырнатую хаза стенде внутри стайки, буквально в стайке, если. Таңах тарны куриц, да, тую хаза стенде туннетчелер, ну, держит буквально, помещают. Хаза стенде это стайка, внутри стайки или сарай. Теперь кисты. Кисты буквально позади. Кисты, кистенде. Сзади, позади. Опять стол кистенде, за столом, вот именно за. Хаза кистенен, из-за стайки, вот оттуда. И к спарбыстер. Ну, тут от двора шли два следа немножко, ну, вот я буквально перевожу, как бы, чтобы было понимание. Хаза кистенен, из-за стайки два следа вытянулись или ушли. Парта кистене, за парту сел одерным. Олган таг кистензер, за гору. Вот ушли, да. Хаза кистензер, за стайку, опять, за двор. Она хаза кистензер сам. Вот за. То есть тут вот эти послелоги, они заменяют кистене, большей частью заменяют за. Орны. Буквально место, но вместо. Давайте посмотрим, вот, да, как он ведет себя этот послелог. Миның орнымды.
вместо меня. Вместо меня. Аның орнында вместо него. Ну, на его месте тут переводится, да. Так. Шестек орнына вместо ягоды. Миске теркельганар собрали грибы, да. Пабызының орнына вместо отца пришел. За отца пришел, да, вместо отца. Миның орныма за меня, вместо меня. Настя миның орныма пер келер. Настя придет вместо меня. Сюда придет вместо меня. Вот орны, да, орныма. Ну, дальше. Оттырның орнына. Оттырның вместо трав. Оттырның вместо трав, да. Сосот – это болотная трава. Сос орнына вместо трав, вместо болотных трав переведено. Так, синің орныңа. Синің орныңа, вот смотрите, орныңа за тебя уже, вместо тебя. Тоғынырбын, я буду работать. Пюн сегодня. Пюн синің орныңа тоғынырбын. Следующее, орты. Ортызы. Буквально в середине. Город Ортызынды в середине города. Музей Турша. Стоит музей. Ал Ортызынды посреди деревни. Туралар, допустим, дома, да. Ағыстың Ортызынды. Ағыстың Ортызына. Ортызына уже прикладывается в середину дерева буквально, да. Об этом ол ағыстың орнына қыстылчөр бізкін. Ағыстың ортызына посреди дерева, в середину дерева қыстыл барған, қыстылчөр бізкін, ну, застрял, утеснен был, так скажем. Шел ортызынже, видите, в падеже, да, уже ортызынже по середине дороги. Ортызынже по середине дороги получается. Палылар, шел ортызынже пашкалар. Хры ортызынды. В середине пашни, посередине пашни. Вот. Пазы, голова как бы, используется именно вот тоже как послелог. Ну, допустим, тахпазына, пазы, буквально голова, тахпазына на вершину головы, да. Агаспазында на вершине дерева. Халсарых пазынже. Халсарых это ковыль растения. Пазынже по вершине ковыля получается. Буквально. Тахпазынзар на вершину горы. Парчалар идут. Шылгы это лошадь. Шылгылар лошади. Хаспазынды. Хас это буквально лог. Ну, тут сопка переведена, вот хаспазы, да. Гора и где-то вот боковая часть обычно горы. Вот хаспазында, вот, хаспазында в боковой части, ну, опять хаспазы, на вершине боковой части, на вершине сопки. Ну, сопка-то тоже можно, наверное, перевести так. Хаспазында, в общем, на вершине вот этого небольшой горки. А теперь смотрите, временное отношение по времени. И сейчас пазынан. И сейчас пазынан через 2 часа. Получается, через 2 часа, именно через. И күн пазынан через 2-3 дня. Күн пазынан 2-3 дня. Прай пазынан через месяц. Ну вот такое взаимоотношение. Дальше со, буквально зад означает сонде, позади или сзади. Тоже вот сюрюбжи, өр сонде паша. Өр сонде. Өр это буквально стадо. Өр сонде за стадом. Сор сонан. Вот смотрите, теперь уже со склоняется. Сонан позади. Сор сонан позади саней. Сор это сани. Тюга бревно тащится, да. И нектар сонан за коровами. Стернан сонджа. Стер это следы, стернан сонджа. За следами буквально. Ол стернан сонджа. Мин харнаспаром. За этими следами, да.
Абсах так. Пазн, да? А тут пример. Это тоже не тот. Так, лишний. Агргансонда. Агргансонда. Тут опять временное значение. Агргансонда. После того, как болел. Сонда, ну, смысл как бы позади, да, после того, позади болезни, буквально можно так перевести. Агргансонда после болезни. Тхтан сонда. Тхте ремонтируй, тхтан после ремонта. Намр сонда после дождя. Ну, вот такие. Тасты. Буквально внешне, снаружи. Шел Тастынде, снаружи дороги. Город Тастынан с окраины, тоже снаружи города получается. Ну, в русском языке как бы с окраины города, ну, в хакасском языке снаружи города. Ограда Тастынде, ограда Тастынде, снаружи ограды, за оградой получается, да, в русском языке. Город Тастынзар, за пределы города, снаружи города, в сторону наружности города, если буквально переводить. Так, песнь Тастынам. Песнь Тасты, буквально печь, за печкой. В общем, там еще тут две остаются послелоги. Так, у нас время есть еще. Так, тюс еще тюзинде. Но видите, да, вот как бы, конечно, сначала, может быть, трудновато будет запомнить, но некоторые запомните вот, из Тамары Герасимовны, то, что там, да. Вот эти я примеры, почему проговариваю, чтобы вы понимали, что это есть как в хакасском языке, и что они в природе употребляются вот каким-то образом, да. Вот тюзи. Теперь тюсь основание. Тюзи. Вот само слово нужно запомнить. Тюсь как основание, да. А теперь смотрите, как применяется. Хазын тюзинде. Хазын буквально береза, тюзинде у основания березы получается. Хазын тюзинде. Да. Ну, тут смотрите, как предложение построено. Наңмырдан хазын тюзинде сын габыз. Хазын тюзинде сын габыз. Наңмырдан от дождя. У основания березы сын габыз, к нему как бы, ну, в общем, примыкали, так, ну, это не совсем укрылись. В общем, ну, смысл укрылись от дождя, конечно, ну, в хакасском смысле сынерга, примазываться, грубо говоря, как-то, да, сынерга. Вот примерно так. Так, ағыстың тözінде. Ағыстың тözінде. У основания дерева. Тыло тözінде. Тыло тözінде, буквально тыло это болото, тыло тözінде у основания болота. Тыло тözінде. Так, тике мюс состочек топча, тыло тözінде топча. Ну, в общем, у основания болота. Так, тигей тözінде. Тигей буквально вершина, голова. Вот, тözінде у основания получается, вот, у основания сопки, да, под сопкой, у основания сопки. Ағыстырның тözінің из-под основания дерева, деревьев, из-под основания. Вот, как бы так, вот дословный перевод. Үсті – это над, наверху. Шазы үстіне, хараска түзібіскен, шазы үстіне, наверх буквально поле получается. Ал үстінде, над деревней буквально. Ал үстінде. Хартқа это птица, ястреб. Айлақтынша кружится. Птица кружится над деревней, ал үстінде. Тақ үстінде, над горой. От үстінде. Если бы сказали бы от үсті, это было бы над сеной. Вот, да. От үстінде. А от үстінде по вершине сена, да, по поверху сена. Так, дальше. Пус үстінде. По поверхности льда. Үсті – это поверхность. Үстінде по поверхности получается сверху. Ну вот, смотрите, вот эти вот послелоги, то, что мы сейчас прочитали, да, они сложновато, конечно, но
могут употребляться в определенных падежах. А следующий класс послелогов, они вот, ну, там уже мы зачитывали, а зр, роли, давайте мы их пройдем в следующий раз, хорошо? В общем, смотрите, домашнее задание какое будет? Возьмете вот из Тамары Герасимовны то, что здесь есть, Тура Ибра, Ал-Харинда, Зажертом Хости, допустим, Сур Индре, да, что, как поняли, и те предложения, которые у вас сегодня были, примеры, вот к ним сделайте дополнение, и мы потом с этими дополнениями уже разберем, в общем, как бы два, получается, примера. Послелоги где-нибудь там можно добавить к вашим примерам. Давайте я сейчас переключусь на ваш пример. Сейчас, подождите. Ну, допустим, мина хазином кили подр. Да, вот Евгений. Можно написать мина хазином ал стинже килип одыр или ал арызынже килип одыр. Ал арызы уже будет послелог, допустим. Ну, какой-нибудь послелог там можно добавить. Синын тойыңны, там еще что-то, допустим, можно как-то добавить. В общем, свои предложения попробуйте обогатить послелогами. И мы потом на следующем уроке, вот завтра эти примеры потом мы доберем. По послелогам, давайте я сейчас вернусь. Есть вопросы? Сейчас, подождите, я вернусь после.